Руслан, смотри, вот стоило закрыть один всего лишь путепровод в Уфе, да, и какая картина? Картина, которая характеризует взаимоотношения мэрии и горожан. Вот. Ну, честно говоря, это не просто один путепровод, да, это, ведущая дорожная развязка в Уфе, наверное. Но вот эта вот проблема, нам с ней жить, конечно, до конца года. Хотя многие называют ее более жестким, даже нецензурным словом, на самом деле. Но вообще, конечно, проблема, наверное, не в том, что закрыли эту развязку. Наверное, не было других вариантов. Так никто и не спорит. Вопрос, наверное, в другом. Почему информировать население начали почти одновременно с этим закрытием? Вот в чем вопрос. Руслан, в Уфе вообще проблема коммуникации между мэрией и горожанами, из-за которых страдают многие сферы. Ну, это одна из проблем миллионного города. Это нормально, что у нас много проблем и вопросов. Мы давно собирались об этом говорить. Давай сегодня в выпуске обсудим, что ждет уфимцев вообще в этом году. Давай. Есть базовые проблемы, которые у нас в Уфе не решены. Насколько городская власть слышит общественность? Мы направили 500 обращений, они все забракованы. А вы вообще своих депутатов знаете в горсовете? А я не согласна. Мне кажется, что не хватает информированности. Де-факто это профанация. Уфимские депутаты в эти дни должны подвести итоги конкурса на замещение должности градоначальника. Основной кандидат – это Сергей Греков, который почти месяц уже примеряет обязанности главы столицы региона. Насколько важно для миллионного мегаполиса, кого выберут депутаты? Мэр – это личность или просто функция? Ведь в итоге конкурса на самом деле выигрывают или проигрывают жители Уфы, а это четверть населения республики. Проблем в хозяйстве миллионного города достаточно. Мы проехали вместе с уфимцами по их ежедневным маршрутам, посмотрим, обсудим, чем довольны, а над чем предстоит серьезно поработать новому руководителю и его команде. Грязный подъезд, неубранный мусор, а еще с наступлением зимы не всегда очищенный от снега двор, а также борьба с соседями за парковочное место. С этим лично я сталкиваюсь ежедневно. Мы решили пообщаться с горожанами и узнать, а какие проблемы волнуют их. Водители против пешеходов – это в какой-то степени противостояние длится уже не один десяток лет, а городское пространство стало настоящим полем боя. Но часто пешеходы просто вынуждены нарушать правила, иначе просто не перейти дорогу. Все дело в несовершенстве инфраструктуры, считают специалисты. Поэтому пешеходам и водителям нужно вспомнить, что все мы просто люди. Водят отвратительно, ездят кто куда хочет, разворачивается через двойные сплошные. Вообще очень опасно. Это по вашим замечаниям, да? Опасное, да. Просто опасное вождение. Камеры вот по городу почему-то нет. Не фиксируется. Еще одна проблема, которую испытывают и водители, и пешеходы – маршрутное такси. Если у первых претензий к маршрутчикам в хамском поведении на дорогах, то у вторых их отсутствие на ключевых остановках Уфы. Транспорта мало, конечно, в сторону проспекта. Маршрутка 233 очень редко ходит, ну и троллейбус тоже не очень часто. Проблематично. И в Черниковку выехать, и вот в сторону, допустим, Сипайлова тоже сложно выехать. Вы знаете, я вот проживаю в микрорайоне Шакша. Если общественный транспорт по всему году ходит до 11, в среднем, в целом, то наш транспорт уже не ходит в это время. То есть 9 часов там последние автобусы, и очень тяжело добираться до нашего района. Но не только дороги и пробки беспокоят горожан. Спайсы и соли, синтетические наркотики буквально поглотили нашу молодежь. Вышла из угла и видела, как толпа молодежи под карнизами ищут, а здесь стояла другая компания, которая, грубо говоря, контролировали на тот фактор, если что-то там обнаружат или кто-то какие-то вопросы задавать будет. Поэтому одни искали, вторые сторожили. Те, кто ее распространяет, уже давно облюбовали подъезды, скверы и улицы. Закладки с запретным зельем делают буквально повсюду. И это не остается незамеченным. Модель Эльвира Ишмуратова, хотя и живет в центре Уфы, ежедневно наблюдает одну и ту же картину. В последнее время у себя во дворе вижу очень часто. Я старшая сестра 3 детей, поэтому я неравнодушна к этой проблеме. И буквально на прошлой неделе у себя во дворе видела, как молодежь ищет эти закладки. К сожалению, меня это очень пугает, потому что раньше такой чистоты молодежи, потерянных сознанием и неадекватных, я не встречала. А особенно меня это пугает, потому что я живу в том дворе, где 2 детских сада, поликлиника, детские дворы. И это очень опасно, что идет такой рост. Несомненно, Уфа с годами преображается, но сказать, что все бытовые проблемы решаются разом, конечно, нельзя.
Разбитые дороги, а еще дураки на дорогах, благоустройство города, коронавирус и транспорт. Эти проблемы волнуют многих уфимцев. И, по всей видимости, новому мэру хотя бы в какой-то мере рано или поздно придется их решать. Утренняя картина рабочего дня в любом городе-миллионнике, особенно зимой, безрадостная. В Уфе жалуются в первую очередь на пробки и долгое ожидание маршруток. В хозяйстве крупного города всегда хватает вопросов. Ради справедливости надо признать, горожане редко бывают всем довольны. Даже в Москве, чей бюджет на несколько порядков превышает уфимский, постоянно звучат голоса недовольных. Многие проблемы упираются в дефицит денег. Большим подспорьем может стать дополнительное федеральное финансирование, которое власти Уфы и республики ожидают в рамках празднования 450-летия столицы Башкортостана. Поговорим сегодня в студии, честно говоря, вместе с Алсу Сликаевой, нашими гостями, насколько удобно жить и работать в столице Башкортостана, чего, может быть, не хватает и чего ожидать в 2021 году. Итак, представлю гостей. Юрий Васильев, депутат городского совета Уфы, предприниматель. Алия Айсина, член Общественной палаты Республики Башкортостан, активный представитель городского сообщества. Владимир Барабаш, руководитель Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан, руководитель Фонда развития городских проектов. Правильно? Здравствуйте, уважаемые гости. Владимир, вот в Уфе новый мэр. В Уфе достаточно проблем, как и в любом другом крупном городе. Да? Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, насколько решение этих проблем зависит от конкретной личности? Или все-таки мэр – это больше функция? На самом деле очень много зависит от того, кто эту функцию выполняет, потому что можно придумывать абсолютно классные идеи для города. Можно все рассчитать, можно придумать там какие-то варианты, которые облегчат людям жить. Но если у тебя нет воли это реализовать, если ты боишься выйти и людям объяснить, почему нужно вот то или иное градостроительное решение, вот сейчас в начале передачи прозвучал пример Москвы, но там можно там по Собянину говорить там разные вещи, но ему хватило воли дожать те изменения, которые начались в Москве. И вот, да, это уже стало там мемом, что Москва стала комфортным европейским городом. То есть не все зависит от денег, да? Не от денег. Деньги – это вторично. Это инструмент. Это инструмент. Можно с минимальными затратами. Есть примеры российских городов-миллионников, где были приняты какие-то градостроительные решения, существенно улучшающие жизнь города, и при этом они не вылезали за тот бюджет, который есть у них, а он ничем не отличается от уфимского. Юрий, вопрос в воле. Юрий, вы согласны с Владимиром? В большей части да, если только могу дополнить. Вот скажите, пожалуйста, вы депутат Уфимского горсовета, да? Много ли в Уфе проблем глобальных, которые нуждаются в решении? Очень много, мне кажется, еще в ближайшее время мы их не успеем решить. Нам предстоит делать стратегию, нам нужно двигаться так, чтобы догонять упущенное время. Алия, вы очень активно выступаете в соцсетях от своего имени и теперь как избранный, назначенный член Общественной палаты. Да? Скажите, вот какие проблемы Уфы, городского сообщества, вы считаете вот наиболее важными, требующими решения? Очень важно, наверное, отметить, что есть базовые проблемы, которые у нас в Уфе не решены. Базовые? Да, это безопасность. Это инфраструктурный вот этот комфорт, да, дороги, и это чистота. Насколько власти в городе, городская власть, слышит людей, слышит общественность? Если смотреть с позиции общественности, то общественность считает, что ее не слышит. Ну, просто даже потому, что, обратите внимание, насколько много сейчас конфликтов, например, из-за точечной застройки, да, из-за того, что люди становятся и выходят спасать как бы выходит на открытый конфликт, да? Да. Люди готовы идти на открытый конфликт для того, чтобы каким-то образом донести до муниципалитета свою позицию и то, что к ним нужно прислушиваться. Понятно. Вот аналогичный вопрос, Юрий, Владимир. Как эффективно работает канал обратной связи между городской властью и людьми, населением? Ну, смотрите, может быть, здесь какая-то доля есть о том, что сказано, но я хочу сказать, что то, что сейчас сказано, как правило, да,
мы с чем сталкиваемся? Люди очень пассивны в самом начале, когда идут общественные обсуждения территории, застройки и так далее, да, проектов. Потом, когда становится, то есть уже приходят застройщики, роют котлован, устанавливают заборы, вот здесь активные граждане, то есть себя проявляют. Мне кажется, здесь и надо, ну, по фактам события участвовать все-таки в самом начале, а не в конце, когда очень сложные уже процедуры проходят, механизмы. Может быть, здесь и надо так далее. учитывать наш менталитет, что мы долго запрягаем, но потом начинаем быстро. Ну я об этом же, то есть. А я не согласна. Мне Я кажется, тоже не что согласна. не хватает информированности о том, что будет застраиваться, Не- как не- это не будет только- проходить. не Ну только как? это, да. Достаточно заглянуть на сайт. Горсовет сделал, там, ну или мэрия сделала специальный раздел, например, об общественных обсуждениях, на котором говорят, ну мы же размещаем, вот мы опубликовали в газету «Уфимские ведомости» объявление, что будет общественное обсуждение, мы опубликовали на специальном сайте. Почему вы не читаете? Газета «Уфимские ведомости», если мне память не изменяет, там, ну, можете поправить, но плюс-минус так, 13 тысяч экземпляров на миллионный город. Сколько-то из них сразу как бы... А есть ребята, ушлые застройщики, которые с типографии тираж забирают. На сайте. Вот можно Владимир, сейчас... ну, вот мы кто-нибудь сейчас углубляемся в детали общественных Ну, нет. это не детали общественных обсуждений, застроено. это отсутствие. Вот когда людям вменяют в вину, это часто в диалоге присутствует. Когда вот людям говорят, а что вы раньше-то молчали? Были же общественные обсуждения, почему вы не проявили свою гражданскую позицию тогда? Вот сказали бы, что То вы есть против. недостаток информирования он есть. Недостаток, он отсутствует информирования. Отсутствие, Более а не того, вот недостаток. сейчас идет подготовка там, к публичным слушаниям там, по Кошкиному лесу. К нам обращаются люди, которые говорят, мы направили 500 обращений туда, они все забракованы. Давайте вот мы вернемся к обсуждению этого вопроса еще. Мы записали несколько экспертных мнений, насколько комфортно живется в Уфе бизнесу и предпринимателю. Давайте послушаем. Все стремятся попасть именно в деловой центр Уфы. Это, конечно, вызывает и большой поток машин и по утрам, и вечером, которые едут из центра. Уфа будет прирастать в следующие 10 лет за счет автомобилей. К 2030 году их количество должно увеличиться в 1,5 раза. И, конечно, дорог у нас к этому моменту внутри Уфы в 1,5 раза никак больше не станет. То есть проблема пробок, она станет более актуальна. Строительство – это колоссальное количество подрядчиков вокруг, это колоссальное количество рабочих мест. И тот образ застройщика негативный, который сформирован на данном случае, да, он не беспочвенен. Но все-таки необходимо подходить к каждому случаю дифференцированно. Нужны нормальные институты общественных слушаний, то есть они сейчас существуют де юре, но де факто это профанация. И поэтому ни общества нет возможности нормального контроля и нормальной возможности высказывать свои пожелания, претензии и так далее. Ни у бизнеса нет возможности как-то на все это повлиять, опять же. Поэтому промышленность и строительство – это те отрасли, к которым сейчас нужно относиться бережно. Ну, вот, собственно, экспертное мнение. Да, мы понимаем, что есть определенные трудности, мягко говоря, честно говоря, в обратной связи между городской властью и людьми, населением. То, что касается предпринимателей и бизнеса, насколько им комфортно? Бизнесу вообще некомфортно, я могу сказать, тем более сейчас, в данной ситуации, да, и там есть ряд причин, ну, допустим. Ну, вы говорите о пандемии. Ну, я затронул ее, то есть как бы вскользь. Об ограничениях, которые накладывают Ну, я беру период до пандемии, в пандемии и будет после пандемии, да, то есть как бы есть ряд проблем, которые всегда беспокоят бизнес. Это кадастровая стоимость земли, это кадастровая стоимость имущества, да, это аренда, это, значит, предоставление в аренду, значит, для субъектов малого предпринимательства, это в конце концов, то есть как бы те субсидии и помощь, которые, допустим, сейчас республика дает на города-районы, а в Уфе ее нету. То есть она сейчас появилась, но в недостаточном количестве. Да? Вот я заслушивал у нас начальника финотдела, вот цифры, да, допустим, 2018 год, это получается помощь для города Уфы 1,5 миллиона, 2019 год это 2 миллиона, и вот в 2020 году 10 миллионов. Да? Куда эти деньги идут? Эти деньги идут на помощь субъекту малого предпринимательства, на создание комфортной среды, на возможность получить на стартап другие вещи и так далее. Я правильно понимаю, что в миллионной Уфе на помощь субъектам малого бизнеса выделяется в год 10 миллионов?
Это сейчас, вот, да. А до этого было 2 миллиона. До этого 2 миллиона, 1,5 было миллиона, да. Владимир, вот аналогичный вопрос, да, насколько комфортно чувствует себя бизнес, предприниматели, малый и средний бизнес, безусловно, да, Башнефть, УМПО и другие крупные корпорации, предприятия чувствуют себя нормально? Ну, во-первых, я хочу обратить внимание, я год назад на публичных слушаниях по бюджету Уфы как раз на меня там обиделся ряд депутатов нашего городского совета, когда я указал на то, что на поддержку малого и среднего бизнеса, я человек, который как бы вообще не представлял там бизнес-сообщества на этих слушаниях, я на этих слушаниях указал на то, что на информационное обеспечение деятельности мэрии или на охрану мэрии денег заложено, если мне память не изменяет, в 15 или в 20 раз больше, чем на поддержку бизнеса. Мне, как председателю Совета по правам человека при главе республики, пришлось прорываться на эти слушания. Это к вопросу о доступности для людей, вообще возможность участия в каких-то А Юрий там был на обсуждениях. этих слушаниях? Я не видел, к сожалению, но, может быть, и нет. Но принимали-то бюджет депутаты, и они проигнорировали это предложение увеличить. Как вы думаете, в будущем году, в 2021 году, как-то изменится ситуация? Ну, она уже изменилась, потому что общественное обсуждение нового бюджета были вообще сделаны дистанционно, и там вообще неудобных вопросов никто не задал. Ну, то есть имеет... это просто пример, что многое зависит и от самих депутатов. Давайте так сформулируем корректно, да? Имеет место быть определенная закрытость городской власти в Уфе. Это, к сожалению, факт. Это корректно сформулировал я? Это правильная формулировка. Я не скажу, что это по злому умыслу, что вот там сидят плохие люди, которые там закрылись от всех и что-то там делают. Нет, это, к сожалению, вот просто по принципу «здесь так принято». Мы же специалисты, мы так делаем. Зачем вы вот будете нам тут со своим мнением что-то приходить и делать? Алия, вот вы с этим согласны или поспорите? Не то, что я поспорю, я хочу обозначить тот факт, что, к сожалению, у нас должность мэра – это невыборная должность. Поэтому почему невыборная? Вот депутаты будут выбирать. Депутаты будут выбирать, но не общественность. А понимаете, администрация они управляют городом. И целевая аудитория – это горожане в первую очередь. Ну, горожане же выбирают депутатов, вам могут парировать здесь, в этом плане. Давайте быть честными. У нас глава города не мэр. У нас глава города председатель городского совета. По уставу города это глава города. Мэр – это глава администрации. Сити-менеджер. Это человек, нанятый людьми, выбранными населением города, для того, чтобы осуществлять функции управления там, коммунальным хозяйством, там, распределением бюджетной функции, там, еще что-то. То есть это сити-менеджер, действительно. Но это не глава города. И вопрос, как он выбирается прямым голосованием людей или опосредованно через своих представителей, вопрос в том, что давайте зададим вопрос жителям города, а вы вообще своих депутатов знаете в горсовете? То есть вот хорошо, когда есть депутаты, которые общаются со своей аудиторией, но давайте быть честными. Далеко не давайте быть честными. Да, по поводу состава горсовета. Да? Значительную часть горсовета составляют представители строительного бизнеса, застройщики. Либо компании с ними связаны. Либо компании, аффилированные с ним, которые, безусловно, как бы то ни было, насколько бы они честные ни были, все равно представляют интересы своей сферы, своего бизнеса. Важнейший вопрос, да, который и в 2020 году, и в 2019 году волновал горожан и уфимцев, это строительная сфера. Это объекты культурного наследия, которые, к сожалению, горят в центре Уфы один за другим. Алия, скажите, пожалуйста, вот вы чего ожидаете от этого уже нового года, да, и от новой команды? Что-то должно измениться в этой части? Я уповаю на то, что что-то изменится даже по той причине, что сейчас скоро, через несколько лет, у нас будет 450-летие Уфы. И есть понимание, что все-таки сейчас и федеральный центр, да, транслирует то, что нужно производить редевелопмент промзон, нужно сохранять ОКН и научиться с ними работать, потому что историческая застройка, она может приносить деньги, она может приносить деньги в бюджет города, зарабатывать. Эти деньги можно потратить уже и на инфраструктуру, и на что-то другое.
Спасибо, мы вернемся в студию после рекламы буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Алсу, вот я вот о чем подумал, да, вот все говорят, я с этим, в принципе, согласен, что там власть там в Уфе при принятии решения о развитии города должна опираться на мнение людей. Конечно, должна, но вот, спасибо. Но вот что такое мнение людей? Это же абстрактно, да, вот бывает, у нас часто бывает, что вот даже 3 человека, больше 3 человек, не могут между собой ни о чем договориться. Ну что значит абстрактно? Вот мы опросили людей, у каждого есть свое мнение. У каждого свое мнение. Чего ему не хватает в городе? Но я вижу проблему Как их только совместить, все эти одну. мнения? Ну? В коммуникациях проблема. В коммуникациях между властями и жителями города. Хорошо, давай с нашими гостями сейчас обязательно поговорим о чем. Как наладить эту коммуникацию. эту связь. Да. Смотрите во второй части программы. Есть базовые проблемы, которые у нас в Уфе не решены. Один мэр обещал нам помочь. Поверили. Масса проблем возникает из-за того, что мы не умеем разговаривать с жителями и игнорируем их мнение. Я уповаю на то, что что-то изменится. Кто любит свой город, тот должен принимать активное участие. В эфире БСТ программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем, как меняется жизнь в Уфе, как оценивают сами горожане условия жизни в мегаполисе и чего им, возможно, не хватает. Обеспечить социальным жильем нуждающихся по закону – одна из серьезных проблем для администрации Уфы. Зачастую речь идет о сиротах и инвалидах, которые безуспешно стоят в очереди на жилье много лет. Посмотрим, обсудим. За несколько лет Анатолий Веревочников перенес 4 инсульта и теперь не может ходить и разговаривать. Ни на шаг от него не отходит его супруга Елена. Она сама инвалид 2-й группы. Ютятся они уже 6-й год на 13 квадратных метрах в маневренном фонде. Сюда их разместила городская администрация после того, как их жилье было признано аварийным. А это старый дом семьи Веревочниковых, в которых они прожили долгие годы, и откуда их расселили. Честно говоря, не то что внутрь зайти, рядом находиться страшно. Как видно, здание уже накренилось и фактически в любой момент может обрушиться. Отмечу, что согласно официальным документам дом был признан аварийным и изношен на 80%. Семья инвалидов выиграла несколько судов, но эти решения по разным причинам отменяют. Вот и приходится ютиться в тесной комнатке. Жилье не предназначено для инвалидов, поэтому элементарно даже на улицу они выйти не могут. Вот тут мы ездим вот туда-сюда и все, на 13 квадратных метрах. Совершенно нечем дышать. И вот один мэр обещал нам помочь. Поверили. 2-й мэр обещал помочь. Поверили. Ну, может быть, сейчас 3-й мэр хотя бы обеспокоится о судьбе семьи из 3 инвалидов. В городской администрации лишь посылают из кабинета в кабинет. Единственное, что внятное нам пояснили чиновники, это то, что сейчас семья Веревочниковых ждет своей очереди. К слову, уже 6-й год. А вот когда их очередь настанет, ответить никто не может. Владимир, в чем проблема? Что город не дает жилье, не выделяет жилье тем, кто нуждается в нем по закону, обязаны получить. А проблема очень простая. Отсутствие денег на то, чтобы это жилье купить либо построить. То есть мы как раз возвращаемся к той самой печке, о которой мы говорили. То есть вопрос бюджета. То есть для того, чтобы исполнить эти обязательства в городе, то есть надо понимать, что у нас, например, в Уфе износ сетей больше, чем 90%. То есть их надо реставрировать, менять вот трубы там по городу, чтобы не случилось какой-нибудь там критичной коммунальной аварии, быстрее, чем они изнашиваются. А они изнашиваются. У нас на дороге тратится несколько миллиардов просто, чтобы их поддерживать в каком-то проездном Владимир, состоянии. ради справедливости давайте признаем, что последние годы, 2-3 года, да, в Уфу вкладываются значительные средства из бюджета республики в том числе. Это как раз в силу того, что бюджета города не хватает на это. По сравнению с предыдущим периодом. Не совсем. Если как бы смотреть по принципу бюджетного распределения, бюджетной справедливости на душу населения, сколько должно быть, у Уфы бюджет должен быть 70 миллиардов. Это для того, чтобы было по справедливости. Вот по жителям, по всему. Но Уфа является донором для всей остальной республики. То, что Уфе стали больше оставлять из того, что из нее забирают, это не решит вопроса. Но самое первое, что нужно сделать для того, чтобы решить вопросы с сетями, с обеспечением детей-сирот, инвалидов, расселения, надо определиться со стратегией развития, вот то, о чем Алия вначале говорила. То есть, а мы куда развиваемся? Мы туристический город.
Или мы То город есть на чем мы для зарабатываем? научных- Да, то есть куда вести? То есть надо строить, например, жилье для ученых, чтобы их сюда привлекать, чтобы создавать здесь высокотехнологичные компании. Или наоборот, вкладывать там деньги федеральные, там еще просить, там вот тот самый пресловутый башкир с папочкой должен выбивать деньги на памятники, чтобы здесь создать там альтернативу Питеру или Китежу там, или еще какому-нибудь там Вы сами как городу. видите, куда развиваться Уфе? На ваш взгляд, личный. На мой личный взгляд, должен быть баланс между историей и культурой, потому что у Уфы действительно, несмотря на то, что Уфа далеко не самый старый город, Уфа занимает, ну, среди даже там, ну, по крайней мере, по эту сторону Урала есть города с более старшей историей. Но Уфа в истории государства российского занимает очень много места, то есть везде, где что-то происходило, то есть у нас здесь и Ленин жил, и центр революции здесь. Давайте, там еще- давайте, то есть да. много очень историй. И второй момент, Уфа является технологическим центром. Наш нефтяной авиационный университет. Вот как раз об этом-то и речь. Для того, чтобы тратить деньги на историю и культуру, надо для начала Надо их их- зарабатывать. Правильно, эти деньги. но на них можно зарабатывать. То есть не надо подходить к реставрации памятников или созданию каких-то новых университетских там городков с точки зрения, что это расходы, которые никогда не окупятся. Это бизнес-проект. Когда там Стэнфордский университет создавал Силиконовую долину, она сейчас генерирует по ВВП вот эти там 30 квадратных километров половину, если мне память не изменяет, бюджета Калифорнии как штата. И сравнимо там и ВВП там этих 30 квадратных километров больше, чем многие страны. Они бы, если бы отделились, они бы вошли там в двадцатку. Спасибо. Юрий, по поводу бюджета вы хотели сказать, да? Да, я просто хочу сказать, что бюджет же формируется каким образом? То есть Уфа собирает деньги, они уходят в республику, и нам трансфером возвращается в размере 13%. То есть еще Елалов говорил, что нам этих денег не хватает. То есть как бы есть показатели других городов, где он составляет, допустим, 18-22%. То есть нам можно это увеличить, но почему-то до сих пор мы этот вопрос не решили. Если бы у нас с наших же денег мы получали больше бы, нам бы оставляли в городе, то у нас бы меньше было бы проблем, то есть в этом отношении. А то, что то есть, сейчас вот я посмотрел в 4-м чтении, приняли закон о реновации, то есть аварийного жилья и так далее, наверное, тоже это позволит. Плюс по поводу объектов культурного наследия. Ну, Вот сейчас... сколько запланировано потратить денег на реконструкцию и реставрацию объектов культурного наследия? Я и пытаюсь договорить. Значит, эта программа забуксовала, она не пошла. На последнем заседании мы поддержали Байдена с инициативой создать фонд, через который начнется, то есть, перезапуск этой программы. Посмотрим, что из Фонд этого какой? получится. Государственный, В муниципальный, настоящий частный? момент в бюджете города 0 рублей, 0 копеек. Вот вообще говоря об облике Уфы, да, вот скажите, пожалуйста, все-таки Уфа это город автомобилистов или пешеходов, а, Владимир? Города автомобилистов не может существовать в принципе. Это доказано опытом других мегаполисов. Никогда мы не расширим дороги быстрее, чем люди могут покупать автомобили. Есть известный среди градостроителей, там, урбанистов, мэр, ну, экс-мэр уже города Богота, колумбийского, Энрико Пенелоса. Он сказал очень классную вещь, что только общественные пешеходные пространства – это место, где все горожане равны между собой, вне зависимости от их социального статуса и достатка. Все-таки вы не ответили на вопрос. Уфа это город На пешеходов сегодняшний или день. автомобилистов? Да, На сегодняшний он сейчас день. неудобен ни пешеходам, ни автомобилистам. И надо как бы с этим что-то делать. И надо как раз вот в рамках этой стратегии развития города, вот это принятие, например, транспортной Хорошо, реформы, вопрос, оно да, должно быть системным. Вопрос, допустим, платных парковок, он должен входить в эту стратегию? Да, Обязательно. это должно быть не самостоятельное действие, это должна быть часть общей Часть какой-то истории. программы. У Олег, меня да, вот пожалуйста. есть понимание такое, что, понимаете, мы где-то там решаем за горожан, как им удобно. Вот давайте здесь мы пустим трамвай, а здесь по российской еще что-то сделаем, а здесь 6 канатных дорог. Понимаете, так не должно быть. Есть как должно пользовательский опыт, который нужно изучать. Говоря о мнении общественности, это немного абстрактная Спорный вещь. будет вопрос, Ну вот да. давайте послушаем конкретные мнения конкретных уфимцев, которых мы опросили. Давайте послушаем. Надо делать так, чтобы на личном автомобиле в центр было невыгодно ездить. В некоторых странах вводят специальный налог или сбор, связанный с пробками.
едешь ты в час пик или едешь пораньше и прочее. Уфе требуются большие инфраструктурные проекты. Восточный выезд – это открытие новых пространств для города, для нового города. Там будет большая площадь под застройку, а для существующих, ну, наверное, это должна быть какая-то транспортная хорда вокруг Уфы. Это или городская электричка, или любой другой общественный транспорт. У нас разные метробусы рассматривали проекты. Вот нужно что-то такое конкретно, масштабное, что может коренным образом изменить городское движение. Мы должны, наоборот, какие-то поступиться своим удобством и поступиться там своим временем в пользу пешеходов и в пользу жителей, которые ездят на общественном транспорте и ходят пешком, а также ездят там на велосипедах или на каких-то самокатах и так далее. И нам нужно, наоборот, сужать дороги, успокаивать трафик в городе. Я, например, согласна на ограничение 40, потому что 60 – это значит 80, а 80 – это значит смертельно опасные уже ДТП для пешеходов. Парковки пусть будут вдоль улиц, парковки платные. Например, я на это тоже согласна пойти, с тем, чтобы оставить машину где-то на перехватывающей парковке и по центру передвигаться пешком. Я бы, наверное, постаралась сделать так, чтобы Уфа стала чище. Если действовать, думать по принципу правила разбитых окон, если хотя бы где-то будет оставаться какой-то непорядок, какая-то грязь, то это будет продолжать накапливаться, и ситуация никогда, к сожалению, не закончится. Поэтому я бы постаралась, наверное, навести порядок в плане именно бытовом каком-то. Проблем достаточно много, как и у всех, в принципе, городов-миллионников. Как всегда, первый вопрос – это финансирование. Все-таки вот та ситуация, которая сегодня складывается в мире, да и в стране с пандемией коронавируса, она ведь дает свои плоды, и доходы упали, и доходы бюджета упали. Самое, мне кажется, основное – это уметь считать правильно деньги. То есть, может быть, отказаться от каких-то трат вот на внешнюю мишуру, а больше средств вкладывать там в развитие дорожного хозяйства, в строительство в первую очередь. Теперь, ну и еще это уметь общаться с жителями. Вот, на мой взгляд, это самое основное, потому что масса проблем возникает из-за того, что мы не умеем разговаривать с жителями и игнорируем их мнение. Вот скажите, Юрий, вот как вы считаете, из всего вышесказанного, все-таки должна быть какая-то стратегия развития Уфы? И второй вопрос, кто ей должен заниматься? Ну, смотрите, сейчас с учетом уже устаревших планов развития города перезапустили данный процесс. В Москве делается новый проект. Как эти отдельные мнения отдельных людей, во многом спорные, не согласные друг с другом, собрать в одну стратегию? Как это сделать, Алия? Это вообще возможно? Я считаю, что это возможно. Есть городские планировщики. Есть это уже профессионалы? Это профессионалы, да, которые занимаются и мастер-планированием города. Это уже не общественность? Это не общественность, но чем отличается мастер-план от генплана, да, который вот сейчас разрабатывается в Москве, нам генплан. Все передовые города уже разрабатывают мастер-планы, даже Стерлитамак наш разрабатывает мастер-план. А почему даже? Чем он отличается от генплана? Он отличается тем, что там учитывается, получается, все стейкхолдеры или акторы, которые есть, то есть бизнес. Заинтересованные лица, да, администрация, горожане. Вот, например, здесь музей. У нас в депутатах сидят заинтересованные лица. Тоже вот. Нет, у нас 36 депутатов. Это все равно, хоть они и народные избранники, но они не смогут в полной мере выразить за всех. Хорошо, Владимир, кто этой стратегией должен заниматься? Абстрактная общественность или конкретные профессионалы? Да? Нет, тут момент какой. Ее понятно, что должны собирать конкретные профессионалы, действительно люди, знающие, что такое городские планировщики. Вот те самые городские планировщики, урбанисты, это профессия. Но она должна строиться, вот как Илья сказал, на мнении людей. Не всегда это мнение спрашивается в виде анкетирования. Да. Есть очень много методик там, с помощью больших данных, с помощью там, поведенческих моделей, моделирования, там, еще что-то. Но даже, например,
бывший уже министр строительства господин Якушев вот буквально на этот федеральный министр. Да, федеральный, на форуме озвучил план федерального, опять-таки, правительства, что в принятии важных градостроительных решений должно участвовать не менее 30% жителей территории, на которую это план... Принципы то есть для Уфы это, да, для Уфы это 300 тысяч. В свое время вот, ну, мы там с Ильей вместе делали как раз вот с Олей Сарапуловой там, форум Урбан Байрам. В 2015 году, когда разрабатывалась стратегия действий Уфы, через все мероприятия этого форума прошло почти 100 тысяч жителей Очередная Уфы. стратегия развития Уфы. Это не очередная. Она была сделана, и часть того, что было в ней принято, было в работе. Да, успели реализовать. И, слава богу, не бывает такой стратегии, которую вот вы разработали, и все, и на там, 50 лет вперед по ней работаете. Вот именно. Сделали, как через пару лет посмотрели, что получилось, подкорректировали. Резюмируя наш сегодняшний разговор, вот чего вы ждете от этого наступившего, слава богу, года именно в плане развития Уфы? Юрий. Ну, наверное, это тоже в том числе зависит от того мэра, который будет у нас, да, утвержден. Все-таки от него зависит? В том числе, я сказал, ну, не только, то есть, как бы, да, ну, во-первых, я вижу динамику развития и по программе «Башкирские дворики», и по принятому закону реновации и других вопросов, и вообще время заставляет уже менять ситуацию. Федеральная программа «Федеральный центр», он пошел в регионы, я это тоже вижу, я это чувствую, поэтому есть и деньги, и желание, то есть как бы здесь, наверное, все нужно совместить, и дальше уже от нас инициатива, от граждан, от депутатов, от всех, кто любит свой город, тот должен принимать активное участие. Алия, аналогичный вопрос. Я бы хотела пожелать своему городу более прозрачности, открытых коммуникаций, чтобы коммуникации были выстроены не только вертикально, но и горизонтально. Опять же, резюмируя наш сегодняшний разговор, вот твои пожелания. Ну, наверное, в первую очередь, году. чтобы власть слушала людей, чтобы она при этом их слышала, чтобы у власти была воля и возможность то, что люди попросили, предложили и готовы соучаствовать во всем этом. Это пожелание к власти. Это пожелание к году. А у людей не быть там, равнодушными к своему городу, чтобы проявлять свою активность, достучаться, опять-таки, реализовать свои идеи. Все возможно. То есть есть в Уфе примеры... Давай называть вещи своими именами. Активных людей ничтожный процент. К сожалению. К сожалению, да. Вот я поэтому и желаю, чтобы люди стали более активными и умели реализовывать свои возможности. Уважаемые гости, вам большое спасибо за предметный, конструктивный и, главное, честный разговор. До свидания. До свидания. Спасибо. Наконец-то в Уфе должен появиться в ближайшие дни полноправный мэр. Из этого здания должен пойти белый дым. Но если серьезно, да, то мы все помним печальную причину, почему это кресло так долго пустовало. Да. И все-таки у миллионного города должен быть полноправный хозяин. Руслан, хозяева есть. Это его горожане, уфимцы. Нам нужен крепкий управленец, который сделает комфортным город Уфу. Нет, ну это очевидная вещь, конечно. Но вот главная проблема, которую я услышал сегодня в нашем выпуске, это отсутствие нормальной коммуникации между городской властью и людьми. Вот как добиться того, чтобы они слышали и слушали друг друга? Может быть, доверяли, чтобы друг другу больше. Но вот мне понравилась мысль, что город должен развиваться вслед за увлечениями горожан. То есть большое количество велосипедистов обяжет власти города создать для них дороги, дружные собачники обяжут власти, чтобы места создали для выгула собак. Слушай, ну вот эти вот все кружки по интересам, или там сообщества, как ты их называешь, это все прекрасно, это здорово, это нужно. Но главное, чем заниматься должны мэр и его команда, по-моему, это все-таки базис. Это мусор, это стройка, это дороги. И уже потом мечтать и думать о прекрасном. Одно другому, Руслан, не мешает. Тебе слово. Должен ли мэр миллионного города мечтать и думать о прекрасном? Кто-то скажет, когда ему этим заниматься? У него миллион вопросов. Надо латать ямы, надо убирать мусор, надо чистить снег, в конце концов. Тут еще дорожная развязка на главном въезде в город, как головная боль. А с другой стороны, если не мечтать о прекрасном, то зачем все это? Все то, что останется после тебя. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите «Честно говоря» на канале БСТ и во всех соцсетях страны.